местах и на разных континентах звучат теплые и ласковые песни материнской любви. Колыбельные поют на разных языках, но в каждой из них слышится единое звучание нашей общей матери, планеты Земля. Добрый вечер, дорогие друзья! Сегодня в этом уютном зале мы хотим познакомить вас с новой уникальной книгой «Колыбельные песни» в контексте диалоги культуры, называется эта книга. Сегодняшнюю презентацию новой книги подготовили сотрудники Национальной библиотеки Удмуртской Республики. И это не случайно, потому что эта культурная тематика является основополагающей деятельностью библиотеки. В фойе Дома дружбы размещена в своем роде выставка книг под названием «Колыбельные» в контексте народной песни, где представлены все имеющиеся в Национальной библиотеке книги, посвященные фольклору и фольклорным жанрам разных народов. То есть здесь, вот в этом зале, воедино соединились такие близкие сотрудники Дома дружбы, Национальная библиотека, Институт развития образования Удмуртской Республики и, конечно же, объединила всех нас новая книга. Сегодняшний вечер я хочу начать со слов благодарности администрации Дома дружбы народов за возможность проведения представления книги Розы Аркадьевны в сегодняшний день. И что сегодня нас, наверное, всех здесь объединило? Честно говоря, может быть, даже и сотрудники Национальной библиотеки не ожидали такого интереса со стороны средств массовой информации к представлению этой книги. И я думаю, что это не случайно, потому что колыбельные песни, интерес к этой теме объединяет равно все возрастные группы, как мужчин, так и женщин, и на каком бы языке люди не говорили, текст этих песен понятен всем, потому что в них бесконечная любовь, доброта и нежность. Роза Аркадьевна, мы с вами много лет знакомы благодаря нашему любимому Чепчикану, что нас, кто здесь в зале присутствует, нас объединил ансамбль Чепчикан. Автор книги является не только исследователем песен, колыбельных песен, народных песен, но и живым исполнителем народных песен. Зная родину, где выросла Роза Аркадьевна, Бавлинский район. Я выросла в Ясновском районе. Ну, Там жила? Да. И человек, который знает традиции исполнения народных песен, и который глубоко изучала и изучает, я думаю, что она всей душой работала над созданием этой книги, и уверен в том, что эта книга, она интересна мне, как мужчине, как отцу, и всем нам, дорогие друзья. И очень хорошо, что сегодня организаторы этого вечера, этой встречи, этой презентации смогли сделать такую встречу. Хочу сказать, что книга никогда не стареет, что мы узнали, что книга вышла в 13 году. 13. А сегодня такое яркое публичное мероприятие, как будто книга родилась как будто вчера. Тема колыбельных песен, она, тема родства мамы с ребенком, она не только в песнях сказывается, но и в произведениях художников со времен Средневековья, с иконописей и так далее, и так далее. Это все на протяжении всей истории жизни человечества, и это связь времен поколений. И в книге, быстро знакомы с содержанием книги, я увидел сравнительный анализ колыбельных песен не только удмуртских, но и других финно-угорских народов, русских колыбельных песен. Это очень интересно. От души вам желаю, чтобы у вас было таких интересных книг и в будущем тоже, и чтобы наши организаторы как можно больше провели таких вот интересных встреч. Заведующий детского сада номер 5 города Ижевска пришла в университет, я тогда преподавала в университете, и говорит: раз мы живем в Ижевске, в Удмуртии, я хочу, чтобы все дети из нашего детского сада изучали русский язык. Я сама русская, я из Сибири. Но я хочу, чтобы обучали русскому языку не просто люди, владеющие языком, чтобы были высококвалифицированные люди, преподаватели вуза. И вот она обращается на нашу кафедру.
предложение получила, чтобы начала этим делом заниматься. И в процессе работы поняла, что обучать языку просто так сидя детей маленьких невозможно. Очень эффективным является фольклорный материал, в том числе колыбельные песни. Мы с детьми разучивали колыбельные, работали, проводили словарную работу. У детей спрашивала, а вы какие вы слова заметили, какими ласковыми словами обращалась мама Удмуртка к своим детям. Разбирали эти слова, запоминали. Потом спрашивала, а как вас, дети, ласково называют ваши родители? И вот одна говорит, меня называют зайкой, солнышком, цветочком и так далее. А другая говорит, а меня просто Ириной называют, больше никак. А потом спрашиваю, а укладывая спать, вам читают, поют? Одна говорит, да, мне поют иногда колыбельные песни. Другая, мне иногда читают сказки. А третий мальчик такой разочаровавшийся, как с засадой отвечает, а мне никто не поет и не читает. Папа говорит, марш в кровать, пора спать. И вот мне очень жалко было этих детей. И все-таки, зная уже и теоретический материал, изучая, узнала, как много, оказывается, дают детям колыбельные песни. И еще мысль такая была. Там раз дети все изучали из татарских семей, из русских, из удмуртских, все изучали удмуртский язык. И однажды Саша Масленников, он из русской семьи, в сердцах сказал, ну как-то Егор так хорошо знает удмуртский язык, а я никак не могу усвоить так хорошо. И у меня мысль появилась. Я говорю, Егора мама укладывала спать и колыбельные исполняла на удмуртском языке, поэтому Егор усвоил удмуртский язык. А тебе, Саша, колыбельные пели на русском, ты усвоил русский язык. А вот Ильясу пели, видимо, на татарском языке, поэтому Ильяс очень хорошо говорит на татарском. И вот все это, видимо, побудило собрать колыбельные песни все-таки. И не только удмуртские подумалось, а ведь по ФГТ, в то время еще потом по ВГОСу, уже основное такое требование, надо большое внимание уделять этнокультурному образованию детей. Поэтому почему только удмуртские колыбельные надо и русские, параллельно, чтобы дети изучали и разучивали и русские, и удмуртские колыбельные песни. И вот и авторские, и, как уже сказали, и народные мы собирали по отдельные параграфы. А потом у меня была идея написать еще, собрать татарские колыбельные песни, раз по численности татары занимают 3-е место в республике. Но как раз в это время, как раз в процессе завершения уже книги, мы так плавно вошли в проект общества Финляндия-Россия, который называется «Финно-угорские языки и культуры в дошкольном образовании». И вот, само собой, как само собой разумеющееся, получилось 3-й раздел финно-угорских колыбельных песни. Конечно, книга издана пока очень маленьким тиражом и, как можно сказать, как пробная на деньги, которые оплачивали за учебу студенты филиала Глазовского пединститута. Поэтому в дальнейшей перспективе планируется собрать нотный материал авторских колыбельных песен и по возможности еще приложение диском вычисления музыкальных приложений. Вот тогда, наверное, уже, может, как-нибудь найдем, изыщем возможность, да, найти финансирование на тиражирование, может быть, найдется. И
человека. А нам ведь очень важно, вот и Роза Аркадьевна, она же пропагандирует именно речевое развитие ребенка с самых первых встреч со своей мамой, со своими близкими. Вот в немецком языке у психолингвистов есть такое понятие «муттеркиnd-диаде». Диада – мать и ребенок. Вот она, если эта диада состоится на самых первых этапах, когда ребенка только прижимает мама к груди, значит, он будет расти здоровым, он будет хорошо говорить. И вот тут ученые как раз целых 3 направления описывают. И мне очень нравится, кажется, что можно об этом сказать. Первое – это когнитивное развитие. Из колыбельных песен ребенок берет слова. Слова эти очень нежные. Посмотрите, все зверушки, которые описываются, погодные условия, и все они с уменьшительно-ласкательным словом обязательно. Это и птенчик, это и ягодка, и птички уснули в саду, и рыбки уснули в пруду. И это у всех народов абсолютно. Я внимательно прочитала книгу Розы Аркадьевны, сравнила с тем, как вот у других, ну, скажем, в немецком языке, то, что вы привели, вот так, лермонтовская казачья песня, очень хорошая. Всегда мы приводим Никитина Ивана Савича, у него тоже прекрасная колыбельная песня. А ваши песни, вот удмуртские, на удмуртском языке, они так обогащают, так пополняют арсенал вот этих колыбельных песен. Когнитивное развитие, усвоение языка. Второе – это нравственное развитие. Действительно, о такой любви ребенок может прекрасно говорить. И третье направление – это социально-эмоциональное, что очень важно. Ребенок привыкает вот к тому, что рядом есть такая защита. Он растет полноценным человеком. Он впитывает в себя все эмоции, которые дарит ему мама, напевая эти песни. Смысл этих песен совершенно бесценен. В первую очередь в речевом развитии, в нравственном и в эмоциональном. Это то, что нам так необходимо сейчас, вот, в наше трудное время. Раньше-то как было? Бали детенкам сказки. Бабушка лезет на печку и пузанов туда всех соберет. Сказки рассказывает, и не бывальщину, не слыхальщину наплетет. Ну, я вам такую сказочку-то и расскажу. Пели котки на липовой колодке. У Спаса бьют, у Миколы шьют, у великого Григория часы говорят. Мишка Спорох, отведи меня домой. Дом-то где? Посереть Москвы ворот пестры. Собачка на лычке, медведь на цепи, курочка в сапожках избушку метет, кошечка на печке лепешки пекет. Нас завтра в гости зовет. Спите, завтра в гости пойдем. А не будете спать, не пойдем в гости. Вот бабушка расскажет им сказку, а они еще просят. Ниточка по соломинке, соломинка-то заболела. 3 недели хлеба не едала. На 4-ю неделю стала хлеб поедать. Съела мерина большого, жеребенка лончака, быка 3 тирка, свинцу поросу, 50 поросят с поросеночком. Да еще была не сыта, голодна. Съела куль толокна, 3 корыта киселя, 5 печей, кулачей, корча, гущей. Спите. Они опять просят у бабушки сказку. Бабушка, ну бай! А бабушка-то им отвечает. Жили-были дед да бабка. У них был сад, в саду речка, то слухай, то овечка. Они опять, ну бабушка, ну бай! Она опять им. Жили-были дед да бабка. У них был сад, в саду речка, кто слухает, тот дурак. И так пока не отвяжется. Бай, 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 с Венеры Бог дай. Байки, баюшки, баю, спать укладывай.
Бай-бай-бай-бай, семерых Бог дай. Байки-баюшки баю, спать укладываю. Вообще вот созданный ей труд – это не единичный какой-то факт, да, вот такой пример ее творческого взлета, а это результат системной работы Розы Аркадьевны, научной работы, методической работы, творческой работы. Ну вот судите сами. В течение нескольких лет наш институт сотрудничает с обществом Финляндия-Россия, реализуя разного рода этнокультурные проекты. И один из последних масштабных проектов, название которого Роза Аркадьевна уже упоминала, это финно-угорские языки и культуры в дошкольном образовании. В этом проекте участвуют 8 регионов Российской Федерации и, конечно, Удмуртская республика в том числе. А вот региональным координатором этого проекта, ну, то есть, по сути дела, главной фигурой у нас в Удмуртии в этом направлении является Роза Аркадьевна. Под ее началом работает 6 образовательных организаций дошкольного образования, которые реализовали в рамках этого проекта технологию «Языковое гнездо». Оригинальная совершенно, да, технология такого глубокого погружения в язык родной через создание естественной среды, вот впитывание, да, освоение детьми родного языка. Сейчас она со своей командой реализует технологию языковое погружение, которая ориентирована уже на билингвальное образование. В конце прошлого года у нас в республике состоялся международный, межрегиональный, да, семинар, на котором участники проекта отчитывались о своих достижениях. Но, естественно, поскольку он проходил в Ижевске, в Удмуртии, то Роза Аркадьевна показывала результаты своей экспериментальной работы с теми площадками, которыми она руководит. И нам было необыкновенно приятно услышать и от руководителей проекта из Финляндии, из Карелии, из Коми республики, что наши воспитатели, педагоги дошкольного образования продемонстрировали очень высокий уровень владения этими технологиями. Безусловно, это заслуга Розы Аркадьевны.
за что бы она ни бралась, она все делает очень тщательно. Просто нужно было видеть, как она, например, работает с педагогами, ну, казалось бы, даже в таком рядовом деле, как подготовка дипломной работы на переподготовке. Но она из них чуть кандидатскую не сделала. Вот, за то скромное вознаграждение, которое я получила при этом. Это просто стиль жизни. Я точно знаю, что Роза Аркадьевна один из самых активных, например, членов редакционного совета журнала «Вордским клуб». И также тщательно она помогает педагогам готовить статьи из опыта работы для публикации в этом журнале. У нее постоянно рождаются новые идеи. Вот буквально весной прибежала в ректорат, глаза горят. Хочу провести семинар-лагерь, семейный лагерь «Левничи», в котором бы участвовали и педагоги, и дети, и, самое главное, их родители. И ведь убедила, добилась своего, и этот проект состоялся. Потом, значит, она рассказывала, как я мечтаю создать аудиокниги на удмуртском языке. И тоже приложила к этому немало усилий, и уже 2, насколько я знаю, да, книги уже изданы, и я думаю, что появится еще немало. Kazi-kazi-boya, csicia, bubája. Aranykertben aranyfa, aranymókus alatta, aranybaba szundikál, aranycsillag huldogál. Cini, cini kis baba, csicsia,